Меня зовут Мухудинов Артур Равильевич. Я являюсь председателем Духовного управления мусульман Свердловской области Уральского муфтасибата и председателем Национально-культурной автономии татар Свердловской области. Это общественная организация. Являюсь также имамом-хатыбом этой медной мечети. Мечеть называется Медная, потому что строил его завод, который находится на территории этого города. Медники, как их называют, Уральская горно-металлургическая компания. Полное название Медная мечеть имени имама Исмагила Аль-Бухари, города Верхняя Пышма. Верхняя Пышма – это город-спутник, находится рядом с Екатеринбургом, но многие приезжают сюда из Екатеринбурга читать намаз, она своего рода такая соборная. Строили ее здесь и потому, что в том числе здесь проживает много татар-башкир на территории Верхней Пышмы. Мечеть существует с 2002 года, находится под управлением в составе Духовного управления мусульман России под руководством муфти Гайнуддина, уже много лет работает. И вот я 5-й год уже здесь тоже служу. Мечеть по своей архитектуре очень уникальная. Полностью выполнена по османскому проекту. Вот потом посмотрите, витражные стекла, рисунки османских времен. Даже решетки железные на окнах, они выполнены в Турции, сюда привезены. То есть полностью выполняли и турецкие подрядчики, и полностью по турецкому образцу. Поэтому, когда приезжают гости какие-то почетные, которые относятся к мусульманам, они обязательно посещают эту мечеть, ее показывают. Вот уже 3 года, как меня выбрали, я возглавляю национальную культурную автономию татар Свердловской области. С 2019 года открыли татарский культурный центр Екатеринбурга, запустили курсы татарского языка в Медной мечети, на других площадках. И работаем, татар много очень, татар и башкиры. Здесь принято как-то быть все вместе, потому что это только помогает нам вместе двигаться, развиваться, сохранять свою культуру и традиции, потому что они где-то схожи. И это братские народы. Так как татарскую организацию я возглавляю, мы и по татарскому вопросу больше занимаемся. В Свердловской области проживает от 150 до 200 тысяч татар по данным переписи 2002 года. И здесь татары, которые пытаются сохранить свою идентичность. Это чувствуется. И с первых дней моей работы тоже я это чувствовал, это очень приятно. Пытаются сохранить свою культуру, свой язык, несмотря на то, что язык такое сегодня дело сложное, когда идет сильная ассимиляция. Тем не менее, татары, даже которые не разговаривают на татарском языке, идентифицируют себя именно с татарским народом, с татарскими традициями, тянутся к этому, пытаются. В этом году ожидаем переписи, ее несколько раз переносили, перепись населения. И мы даже выиграли грант у Министерства культуры Республики Татарстан. Грант на тему переписи, как раз мы хотели проводить круглые столы, объясняя, разъясняя эти моменты, потому что очень много вокруг этого мифов ходит, очень много недопонимания. И мы хотели такую разъяснительную работу провести и выявить активистов, которые хотят поучаствовать в переписи. Конечно, для нас это уникальная возможность, чтобы поддержать и поднять свою национальную культуру, свои традиции, взять его как флаг и гордо нести, все это возвышая, сохраняя, пользуясь возможностью.